Благодаря российскому перетоку сегодня график веерных отключений составляет 4 часа в сутки. При этом необходимо продолжать активную работу по борьбе с незаконными подключениями к электросетям, отметил в начале заседания исполняющий обязанности премьер-министра Валерий Ганба. В то же время важно сокращать потребление электроэнергии, иначе социального перетока в 327 миллионов киловатт-часов хватит только на 1,5-2 месяца. Нам нужно прожить первый квартал 2025 года. Сейчас по результатам данных по потреблению специалисты из Черноморэнерго проводят глубокий анализ. То есть до конца года мы посмотрим, как у нас идет потребление. И в том числе, опираясь на точные метеорологические данные, которые нам будут предоставлены Ингургэсом, мы будем планировать и составлять так называемый энергетический баланс. Скорее всего, уже после наших основных праздников, так скажем, уже в новом году, нам придется увеличить веер. Вот на какое время и точно по какому графику мы будем уже информировать. С 3 декабря было выявлено 510 аппаратов для майнинга криптовалют. 260 машинок поступили на склад Госстандарта. Остальные находятся на складах СГБ, МВД и ГТК. Министерством внутренних дел изъято 274 аппарата и 19 видеокарт. По адресам, конкретно пешие обходы и все остальное, то есть фактически себя ни в чем не ограничиваем. Если есть какая-либо маломальская информация, мы ее дорабатываем. Работает горячая линия у нас, периодически поступают к нам сообщения. Люди, в конце концов, мы видим, что более активно начали участвовать в этом процессе, за что хотелось бы выразить отдельную благодарность тем людям, которые действительно обращают внимание. Это может быть 1, 2, 3 машинки, но сам факт то, что люди начали в этом активно участие принимать. На заседании было отмечено, что необходимо разработать законодательные изменения, связанные с конфискацией и уничтожением аппаратов для майнинга криптовалют. Орган уничтожающий, вот если мы говорим о тех машинках, которые изъяты Госстандартом, это служба судебных исполнителей. Они приводят в исполнение решение суда в части конфискации, и с последующим уничтожением. Вот Нарсот Амилович, может, более подробно. В постановлениях так и прописано, что из конфискации и уничтожения есть такое? Нет, в том-то и дело, что судебное решение то есть не предусматривает конфискацию. А вот дальше государство должно нормативно, четко разработать процедуру. По законодательству это не важно, какое имущество подлежит уничтожению. Если есть решение и обращение, прежде всего это обращается в пользу государства, а потом государство принимает решение. Но сейчас так, уничтожать, реализовывать, извлекать из этого доходы в государство, и так далее. Если в этом случае, мое мнение, здесь нужен особый порядок. Если государство не будет это продавать за пределы нашей страны или еще каким-то иным способом пользоваться, то тогда уничтожать. Надо к этому особый порядок сделать по этому, потому что он должен распространяться на всех. Не может быть так, что конфискованный автотранспорт не подлежит, к примеру, утилизации, а машинки подлежат. Здесь особый случай должен быть, раз мы об этом говорим. Потребление электроэнергии Абхазии сократилось, рассказал генеральный директор Черноморэнерго Тимур Джинджолия. Все это благодаря погодным условиям и борьбе с майнингом криптовалют. Однако существуют опасения, что в связи с перетоком майнеры активизируют свою деятельность. Потому что соблазн большой, стоимость сегодня большая, и заработать лишний рубль навряд ли многие откажутся, так скажем. И потому эту работу, конечно, надо продолжать. Продолжать надо усиленно. Обсудили в штабе по энергетической безопасности закон по ужесточению мер в борьбе с незаконными потреблениями электроэнергии. Согласно документу, предлагается ввести уголовную ответственность за ввоз майнинговых устройств, присоединение к сетям и потребление электроэнергии, которых в объеме составляет свыше 30 киловатт в час. Речь идет о лишении свободы на срок от 1 до 3 лет с конфискацией оборудования. Сейчас, согласно действующему законодательству, 300 киловатт, если потребление и выше, уголовная статья
то по прибытию наших сотрудников получается, что появляются на эти 300 киловатт несколько хозяевов. То есть они его разбивают, и, соответственно, получается, в уголовной статье здесь уже нет. То же самое будет и с 30 киловаттами. Хоть и 10 сделаешь, хоть один, все равно найдутся несколько хозяевов. Я считаю, что те люди, которые в этом непосредственно принимают участие в разработке этого, надо усмотреть конкретно, наверное, изъяты в отдельном помещении, чтобы именно привязать, сколько бы там человек не было, именно к точке, где это все происходит. Потому что в любом случае мы до уголовного дела не дойдем. Мы эту практику уже имеем. Одна из задач, которую нужно выполнить, увеличить собираемость за потребленную энергию. Задолжников абхазской энергетической компании немало, отметили на заседании. Гуманитарная электроэнергия, которая пользуется потребители, она не бесплатная, ну, чтобы так было понятно, потому что мы точно понимаем, это для Республики Абхазия. Она гуманитарная, а для потребителей она, как по-прежнему, по тем же тарифам и реализуется, для того, чтобы получить эту задолженность и дальше восстанавливать энергосистему. Столько денег было отвлечено за оплату перетока, что мы еле-еле можем выплачивать декабрьские... Это и то я скажу с большим риском. К сожалению, не выплатили. А еще есть очень большие программы по Минздраву. Мы должны всем больницам российским, если кто-то, не дай бог, заболеет, мы даже человека не сможем отправить на лечение. То это все мы должны учитывать в свою работу. И Черноморэнерго, должники не могут быть вечные должники, надо какие-то вопросы решать с ними. Но если уже в конце концов, наверное, и привлечали, привлекать надо какой-то ответственности. Нужны опять какие-то правовые нормы, давайте решать. Не платит человек годами, но надо же как-то с ним бороться. Верных отключений 31 и 1 декабря в республике не будет. Бугут Савардания, Фатима Гергия, Джамбул Чхапелия, Абхазское телевидение.